В Северо-Восточном федеральном университете сегодня начнет работу 22-я Всероссийская научно-практическая конференция и смотр конкурсов творческих работ студентов, магистров, аспирантов по направлению технология художественной обработки материалов. В Якутске эта конференция проводится впервые и посвящена 85-летию со дня рождения основателя специальности технологии обработки драгоценных камней и металлов профессора СФУ Ивана Егорова. На прямой связи наш корреспондент Ульяна Шагина. Ульяна, расскажи, что интересного пройдет в рамках конференции. Доброе утро, Василий. В эти минуты вот сейчас прямо начинается торжественное открытие конференции. Сюда на конференцию приехали студенты из 19 различных вузов страны, которые представляют специальность по технологии обработки драгоценных камней. Отмечу, что такая конференция у нас в Якутске проводится впервые. До этого студенты наши якутские сами выезжали в разные города, где проводилась вот эта конференция, в том числе и в Санкт-Петербург, и в другие города. У нас множество ювелирно-гранильных заводов, где студенты кафедры постоянно проходят практику. Кстати, после открытия состоится экскурсия в лабораторию гранильного производства и ювелирного дела. При Северо-Восточном федеральном университете специальность технология гранильного производства была создана в 2004 году как новая и единственная в России. Тогда еще Якутский госуниверситет стал базовым вузом, который готовит студентов по этой специальности. Сколько сегодня студентов обучается по этой специальности и насколько она вообще востребована, и куда после окончания вуза трудоустраиваются студенты этой кафедры, нам расскажет заведующая кафедрой технологии обработки драгоценных камней и металлов Варвара Дмитриева. Варвара Дмитриевна, здравствуйте. Здравствуйте. В настоящее время у нас обучается 101 студента по профилю технология художественной обработки материалов. Вот. И наши студенты трудоустраиваются в гранильных ювелирных компаниях республики. Они работают у нас сейчас не только в Якутске, но и по всей России. И у нас очень тесная связь с нашими работодателями, с нашими ювелирными, гранильными компаниями. Кстати, они сейчас вот выступают спонсорами вот нашего мероприятия. И также я считаю, что наша специальность очень востребована. Сейчас вот открывается территория опережающего развития, да, в Кангаласах, кластер ювелирно-гранильный. И надеюсь, что наши выпускники будут туда трудоустраиваться еще. Спасибо большое. Кафедра своим развитием обязана своему создателю Ивану Ивановичу Егорову, которому в этом году со дня рождения исполняется, еще раз напомню, 85 лет. Именно он более чем за 10 лет смог полностью изучить вот эту специальность, а также теоретически и практически применить ее для своих студентов. Сегодня студенты этой кафедры работают не только в России, но и в других городах страны и даже мира, к примеру, в Китае и в США. У меня все, Василий. Да, Ульяна, спасибо за информацию.